Терапевтический кабинет Троицкой врачебной амбулатории – это первый пункт посещения для вакцинируемых. Конечно, сначала опрос пациента. 25 на 80. Препараты какие-нибудь принимаете? Да, принимаю. Принимаете. Больной артериальной гипертензией первой степени, медикаментозно достигнутая, вакцинация больная выпускается. По всему коридору амбулатории развешаны указатели, и пациенты буквально по навигации следуют в прививочную. Медсестра открывает ампулу с вакциной, которая до этого хранилась в морозильнике при температуре не выше минус 18 градусов. И разморозили за полчаса до введения. В числе прививаемых и главврач Сунжинской ЦРБ Фатима Кукурхаева. Обычный укол. Какие могут быть впечатления от укола? Я надеюсь, что это все-таки нам как-то поможет от заболевания, чтобы не заболеть. Жжет, ничего? Нет, все нормально, без проблем. На вопрос терапевта о контакте с больным ковид Лолита Албагачиева не без иронии отвечает: без этого никак, ведь она заведующая инфекционным отделением в Сунжинской ЦРБ. Тем не менее, процедура есть процедура, и после опроса врач дает разрешение на вакцинацию. Чтобы защититься от коронавирусной инфекции. Чтобы все последовали примеру. И почему вот именно сегодня мы хотим своим примером показать, что эта вакцина безопасна, что ее можно делать. Я глубоко в этом убеждена и решила личным примером показать. Обезопасить себя от COVID-19 и пройти вакцинацию решил и местный житель Ацалам Мальсагов. Чтобы вакцинироваться, чтобы предохраняться от заразы этой вакцины COVID-19. А ранее вы болели? Не, никогда. Я никогда не болею. Все, ну на всякий случай, да? Да, на всякий случай. Вакцинацию проводят в 2 этапа с разницей в 2 недели, и отбор на нее ведется строго по графику, в день по 5 человек. После прививки пациент находится полчаса под личным наблюдением врачей амбулатории, и в последующем ведется так называемый аудиоконтроль. Терапевт на связи с привитым, справляется о состоянии здоровья. Следует напомнить, что всеобщая вакцинация от COVID-19 стартовала по всей России накануне. Ранее вакцина была доступна только для лиц в зоне риска. Сегодня пройти ее может любой. Мы получили вакцину ГАМ-COVID-19 у нас. И мы первую прививку сделали 29 декабря. Наши сотрудники и больные, пациенты наши начали делать эту прививку с 29 декабря. Всего провакцинировано за это время 35 человек. С сегодняшнего дня у нас уже они перешли во 2-й этап. Это значит, вторую прививку они начнут делать сегодня. В Минздраве региона отмечают, вакцинация проходит в штатном режиме и без каких-либо осложнений. У нас в республике открыты прививочные пункты именно для вакцинации этой инфекции. На базе 8 больниц. Сейчас мы еще планируем открыть 2 точки в 2 больницах, где тоже будут делать вакцинацию. На сегодняшний день все привитые против этой инфекции никаких осложнений не получили. Поствакцинальных осложнений нету, никакой реакции не дали. Поэтому пока переносимость вакцины у всех хорошая. Подлежит вакцинации население наше от 18 до 60 лет. Все, кто приходит добровольно, все, кто подлежат вакцинации согласно писем Минздрава России, они охватываются, и отказа в прививке никому нет. Пройдя вакцинацию, можно обезопасить иммунитет, а значит и себя. Тем не менее, никто не отменял и простые меры противодействия коронавируса. Это соблюдение масочного режима, социальной дистанции, обработка рук спиртосодержащим раствором, проветривание помещений и, самое главное, избегать мест массового скопления людей. Адам Мережков, Магомед Белакиев, Новости 24.